Так, ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Случайно я нажал раньше времени. И чтобы сейчас все не переделывать, оставим как есть. Ждем аяда. Сегодня, сейчас я включу ТикТок. Я абсолютно случайно нажал. Алейкум салам. Друзья, всем привет. Привет, привет. Всем. Это Гончаренко был. Так, витаю. Бажаю здоровья, Виктор. Всех я, друзья, приветствую. Случайно я нажал, сейчас у нас аят подключится, я надеюсь, потому что я должен был отправить ему вызов и случайно включил стрим. Будем ждать его. Но пока мы его ждем, раз уже стрим у нас начался, я объявлю, сделаю анонс, как обычно. Сегодняшний наш стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 105-й стрим. Сегодня 1 марта 2025 года. Ждем Аяда Игдигова. 18:59 сейчас на данный момент время по центральноевропейскому времени. И, соответственно, сколько? 20 часов 59 по городу Джохару. Наверное, так. Сегодняшний свой стрим я назвал наш стрим «Трамп и Зеленский на повышенных тонах в Белом доме». Ну, это всем известная тема, давайте об этом и многом другом поговорим. Дело в том, что весь мир сейчас говорит только об этом, и мы зададим вопросы Аяду. Будем ждать, пока он подойдет. А пока я вас всех приветствую и хочу вам сообщить о потерях российских оккупантов во временно, в Украине и в Курской, наверное, области тоже. Добрый, Нина, здравствуйте, всех я вас приветствую, друзья. Виктор, Питер, Вольф, Александр Баванетка, витаю вас, друзья, я вас всех приветствую. За прошедшие сутки, Дели Салам Ашур Асламбек, за прошедшие сутки уничтожено и ранено 1050 бандитов вооруженных российских, 11 танков уничтожено, 15 боевых бронированных машин, 61 артиллерийская система. Все, аят идет. 1 аэркрафт, 128 БПЛА, 107 автомобилей техники и цистерн. Аят Машволь. Я нечаянно нажал в процессе подготовки, и у меня стрим запустился. Я не стал все отменять и просто стал ждать тебя, и уже сделал анонс, объявление. Хорошо, продолжи тогда чуть-чуть. Хорошо. Я тут как раз сообщал о потерях российских оккупантов в Украине. И, в принципе, все то, что хотел сказать, как обычно то, что я делаю, я успел сказать. Сегодняшний наш стрим я назвал «Трамп и Зеленский на повышенных тонах в Белом доме». И хотели бы как раз узнать, все об этом только и говорят. Это такая мировая новость, топовая сейчас на данный момент. Зеленский и Трамп схлестнулись в схватке словесной. Давайте об этом и многом другом поговорим. Как вы считаете, Аят, что произошло? Почему публично все происходит? Об этом всем стало известно, потому что, как они говорят, впервые вот такое вот открыто в прямом эфире начали обсуждать вот эти переговоры. Я много раз бывал на переговорах с российской стороной. И там примерно вот такое происходило. Российская сторона там свое доказывала, нас, правда, не снимали. Но когда мы заканчивали, после этого там короткое такое сообщение делалось, все. И то, что вот там встретились, в данном случае вопрос был в том, что, наверное, все заключается в том, что
ищут сейчас виновников, и, допустим, задача у Украины и остального мира, скажем, у постсоветского пространства одна перед народами, странами. А у стран, которые, вот как Соединенные Штаты Америки, Китай, там, ну, может быть, Россия в какой-то степени, у них задача такая, как бы, была глобальная. Они хотят, чтобы не было мировой войны. Вот они это в оправдании своем говорят. На самом деле, какое может быть оправдание, если все эти дела, которые сейчас вот происходят, это была запланированная акция, это была еще с 1994 года, с нападения на Чеченскую республику Ичкерия. Они начали акцию вообще по захвату всех территорий военным и политическим другими способами. Это Кремль начал. И потом, когда развалился, они развалили Советский Союз, что интересно, они часть республик, которые получили право на свою государственность после развала Советского Союза, одни эти республики, которые стали уже союзными, я об этом говорил и прежде, они их взяли под себя, эти некоторые страны, некоторые новые, и в том числе и Россия под себя подтянула незаконно 15 союзов, то есть 15 государств, которые после развала Советского Союза имели право на преобразование, ну, суверенное государство, принятие всех атрибутов. Этому препятствовали вот эти некоторые новые республики. Ну, вы знаете, это и Узбекистан, и другие, в которых были эти республики. В некоторых республиках они сами согласились эти автономно войти. А вот в Российской Федерации России, там они, значит, фактически подтянули под себя эти новые независимые государства, которые должны были оформиться как государство. И затем, когда уже они начали вот, ну, мировой порядок после этого устанавливать, как бы, значит, они уговорили Украину, чтобы около 200 ядерных там атомных бомб, скажем, или ракет, они потребовали, значит, уговорили, сказали, что мы, мол, даем тебе гарантию безопасности, никто на тебя не нападет. И вот они вот это сделали. И теперь, когда они это сделали, они напали на нашу республику, они напали на Грузию, напали на Молдову. Еще время вот это все текло. И мы тогда тоже вот, ну, очень сильно возмущались, нашей республики, руководство, народ. Но эти страны, которые дали гарантии, никакие гарантии свои не исполняют, не выполняют свои обязательства. Особенно если вот у Украины было столько атомных, скажем, боеголовок, и если бы они тогда не дали гарантии, особенно Соединенные Штаты Америки, то, естественно, не было бы сегодня никакой войны. Против Украины, по крайней мере, не было бы. И, наверное, не было бы против других республик, если Казахстан и другие не отдали бы эти атомные бомбы России. С какого это, так сказать, зная Россию, они взяли и отдали. Я думаю, что они заблуждались, мне приходилось тогда быть в Вашингтоне, Нью-Йорке, и там они говорили, что Россия будет демократической страной и все будет хорошо. На самом деле, какая она могла быть демократической, мы видим, никакой демократии там нет. И быть не могло, потому что это демократическая страна, которая, вот, я не успел ответить, страна, которая говорила, что она станет демократической, никакой демократической страной она не стала. Наоборот, она стала еще более ожесточенной, они ее взрастили. И теперь, когда столько времени прошло, столько крови пролилось. На нашей территории убито почти около 300 тысяч человек, ну, 250 и более тысяч человек. Уже я не говорю о раненых, о беженцах, ничего. И никто ничего не делает, никто нам не помогает. И также в других местах. И сегодня, когда они вот встретили
скажем, Байден встретил Трамп. президента Зеленского, они устраивают вот этот какой-то спектакль, как будто бы вот вы не должны были быть так, вот было бы не так, почему вы сделали, для чего, вот вы не можете разговаривать. А как разговаривать, если никаких аргументов, как говорится, у Зеленского нет, кроме международного права и кроме того, что совершила преступление российская власть и Путин. Это новая империя. Он уже не говорит за другие дела, а говорит за это. Вот что убивает людей каждый. А те говорят, вот он не умеет разговаривать, все такое. И преподносят, как будто бы они хотят решить вопрос, ну, как бы мирового масштаба. Вы хотите Третью мировую войну развязать, вам это так не понимаете вы там участвовали в каких-то выборах, ну, какие-то личные претензии по выборам и все такое было. Но я понимаю, что это так, и я понимаю, что президент, скажем, Зеленский, они решили вопрос как-то, значит, обсудить там, но как-то не получается. Почему не получается? Потому что требования, которые просит или требует Трамп, Зеленский говорит, что они готовы это сделать, ну, в рамках, значит, справедливости, и чтобы была обеспечена безопасность его страны. А Америка говорит, нет, мы не будем эту безопасность вам предоставлять. Ну, так вот, прямо скажем. Он не говорит, ну, прямо. Это вам обеспечит там Англия и европейские страны, они нас тоже там вот доили, все, мы не будем больше делать. Вот такое. Ну, как к этому можно отнестись? Вот, мне кажется, что бы вот ни говорил там Трамп или Венс или другие, они не смогут это преодолеть, они не смогут на этом остановиться. Почему? Потому что этот Путин их тоже так же кинет, как и кинул всех остальных в будущем. Так? И теперь вот, если вот премьер-министр Италии собирается снова собрать весь этот, скажем, западные страны Соединенных Штатов Америки, еще раз вот было объявление сегодня, то, значит, они еще будут говорить про этот вопрос, он не закрытый. И поэтому сейчас говорить там в каких-то жестких формулировках, там ты не так сказал, ты не умеешь говорить, это говорит о том, что вот дипломаты, они стараются всегда говорить такими словами, чтобы потом к тебе не прицепились. Но здесь у Зеленского не было никаких, вот они не давали никаких шансов, мол, ты давай подпишем вот при таких условиях. И он уже не мог пойти назад, я так думаю, сделал правильно, с моей точки зрения. Потому что нужно отстаивать интересы Украины, украинского народа, и он как президент обязан это сделать. И я с моей точки зрения приветствую, что он оказался такой. И я теперь думаю, когда нашу вот республику признавали, мы обращали в 22 году, все говорили, что это они спросили нам у Запада. Теперь я вижу, без всякого спроса у Запада, Украина и Рада, они признали, значит, нашу территорию, нашего государства оккупированной и осудили геноцид чеченцев. Это самостоятельный шаг был и тогда. Поэтому вот такое вот действие со стороны президента Зеленского, мне это очень кажется правильным. Но если мы будем говорить сейчас о всех тех действиях, которые там оказывают давление на Зеленского, то здесь можно много говорить, везде каждый день говорят и говорят. Но в любом случае я скажу, что Зеленский сделал все правильно. Ну, все нельзя сделать правильно, но 99% он сделал правильно. И я еще надеюсь и даже убежден, что Трамп и его команда изменит свою позицию, потому что их так не оставят. В любом случае, если Россия вот начнет вот эту агрессию и продолжит и начинает там делать, и это будет опасно, как мы знаем, для всей Европы, которая обеспокоена очень, то обязательно Америка вступится, и империя России идет конец. По крайней мере,
она переформатируется, и другая власть должна будет прийти на территорию Российской Федерации, России, и тогда будут разборки по всем другим вопросам. Ну, для начала вот так вот, Аслан. А если там есть вопросы, другое, мы можем говорить дальше. Действия президента Трампа и вице-президента, они были настолько грубые, жесткие, и попытка, ну, как значит, надломить человека, который приехал. А он ни в какую, никак не согнулся, стоял как вот стойко, и никакой отход не давал, и говорил, что должно быть вот так, и правильно делал. А почему? Если не будет международного права, которое вот сейчас на что покушается, скажем, руководство Соединенных Штатов Америки, они просто не считаются с ним на данном этапе. Но они не ссылаются на это. Они говорят международное право тоже, они говорят что такое, но сами на это не ссылаются и не придерживаются его. Для нас, вот, для чеченцев, для Чеченской республики Ичкерия, которая незаконно также оккупирована Российской Федерацией России, ни в коем случае не может означать вот отход Украины по тем позициям, которые говорит сегодня Трамп, может означать конец всем бывшим республикам бывшего Советского Союза. То есть Россия пойдет захватывать все эти республики и не остановится ни перед чем. А потом пойдет и на Запад. Здесь нет никакого сомнения. Потому что они по своей природе такие. И они будут и дальше, и дальше. Поэтому дальше этому вот это беспределу двигаться нельзя позволить. Я так думаю. Вот такое мнение на первый, так сказать, случай, на первый вопрос, который здесь стоит. Если есть кому что сказать, давайте побеседуем, тоже поговорим. У нас вот есть люди и в этом телеграме. У тебя в ТикТоке, наверное, есть, да? Да, ТикТок, Ютуб, да. Ну вот такая ситуация. Ну вот вопрос, Аят, если там нет в Телеграме никого, я тогда здесь вопрос зачитаю. Аят, ну зачем тогда публичная порка со стороны Трампа Зеленского? Зачем она нужна была? Зачем? Ну, я бы не сказал бы, что это публичная порка, потому что я сказал с самого начала на всех переговорах, в которых я бывал, да, там были тоже такие жесткие вот такие вопросы, и споры были, и так. Здесь еще не это еще не порка была. Здесь это такие разговоры были на уровне того, что они спорили. Ты так говоришь, ты так не говори это. А то там бывало, я помню, как это бывало, и, скажем, один день таких переговоров, это как неделя или месяц такой усталость, ты вымотан, ты должен знать все. И если ты не знаешь все, ты не можешь предоставить, скажем, вот аргумент те, то ты можешь, если даже и прав, проиграть. Поэтому в этом отношении мы должны быть очень подготовлены, переговорщики, они должны знать это все. Вот в этом вот весь вопрос. Ясно. Аят, а вот хотелось бы понять логику, почему Зеленский отказывается, ведь вроде бы предлагаются условия, что 50 на 50. Какой-то фонд создается. Он говорит, что мы готовы, но нам нужна гарантия безопасности. Если в случае чего будете там нам говорить, мы же с вами общаемся, а они говорят, давайте, нет гарантии безопасности, тебе даст, мол, это Европа. А Европа не может дать никаких гарантий безопасности, в принципе, так? Она еще не готова на данный момент, они собираются сейчас что-то делать, и не готова, и на этом деле, в общем, здесь идет как бы разбор, мол, ты мне сколько дашь, сколько заплатишь, ты, мол, это столько там 350 миллиардов забрал, ты должен откатиться назад и все это выплатить, и все такое. Это такие, знаешь, на пройдет или не пройдет, какие могут быть такие вот ходы в данном случае.
Но со своей стороны Трамп, он, может быть, для Соединенных Штатов для себя действует, мол, правильно. Они говорят, что сейчас то, что они задумали и вернули, возвращает на свою территорию разные фирмы, заводы, предприятия, что огромные там миллиарды и втекают в бюджет сегодня, за этот месяц даже втекает в бюджет Америки, что разговор, который сейчас они делают, тоже они хотят все это забрать, пускай, мол, разбираются сами, почему мы должны, почему мы все это время держим и охраняем, мол, Россию, то есть и Запад, западные, европейские страны. А они, мол, там вот такой разговор, они, мол, там что делать? Они там себе сеть социальные услуги всем своим людям устроили. Кстати, в Америке нет таких социальных услуг, как есть здесь на Западе. Там, я Европе. помню, люди с Америки приезжали, когда я был в Лондон, потому что в Лондоне это было все сделать можно более бесплатно даже, а в Америке это больших денег стоило. Я имею в виду лечение даже. Да, такое. Поэтому они говорят, вот они все там расшились на наших харчах, ничего не делают, а эти теперь вот западные страны будут, завтра они в Лондоне будут говорить, а затем они, вот премьер-министр Мелони, Италия, она предлагает, вот уж я говорил, собраться снова и решать этот вопрос. То есть этот вопрос не останется открытым, и я думаю, что Трампа они прыгнут в любом случае. Трамп не сможет уйти. Или они поставят его такое условие, что он чуть ли это, ну, не предатель, перешел на сторону этого Путина. Вот такая ситуация. Ну, я думаю, что даже это, с одной стороны, это и вот так вот, что случилось, это может быть даже хорошо. Почему? Хорошо. Потому что сейчас вот скрываются все негативные вот эти моменты, эти споры. И даже хорошо, что они показали, они хотели, как говорится, избить его как на порке, так? Они же не получилось. То есть получилось не порка, а получилось то, что они показали свое лицо. Это что за такой разборки? И напали на одного. Он должен был работать один на один с Трампом, а еще подключили там массу других людей из кабинета их, и эти корреспонденты, все это они делали. Потом они ему сказали, что если ты, мол, не созреешь для того, чтобы сдаться, ты сюда больше не приезжай, можешь, когда вот поймешь, что приезжай. Они хотят, чтобы он вот так вот сделал. Но можно ли так сделать? Нет, конечно. И если Украина уйдет вот в это, кажется, состояние, которое Трамп требует, тогда считайте, что это будет как эксклюзив, и весь мир, там, и все страны в мире друг другу будут там нападать, и будут, а вот вы сделали, а вот или те будут, вот раньше там Ирак, там другие страны нападали, там Афганистан, ну бери все, да, там вот это все было, и против этого боролась и Америка, и другие страны, так? А сейчас что? Теперь, если Америка это делает, то это международному праву как бы придет, современному международному праву, как бы придет конец, и нужно новое международное право или новое состояние. То есть будет действовать не право закона, а право силы. То есть только сильные государства в мире могут существовать. То есть они начнут, большие государства, поглощать все такие маленькие государства или малочисленные государства и говорить о свободе и независимости таких стран, как наша республика, там, да, чуть которые больше, которые на Кавказе и во всех, это уже не будет вопроса, они их будут захватывать, то есть мир как-то изменится, и это очень опасно. Я думаю, что здесь все мы понимаем, что происходит, и Запад сам тоже может оказаться, я имею в виду европейские страны, могут оказаться в тяжелом положении, потому что Россия может после этого и дальше двигаться. В общем, вот такая ситуация. Насколько мне это видится. Так что
Асан. Вот мой ответ. Да, спасибо, Баркал, Дересху, спасибо. Вот тоже интересно понять, да, Зеленский, например, бережет полезные ископаемые своего народа, будущего своего поколения. А почему тогда за все это время в Украине не вычищены агенты Кремля, которые просто себя вольготно чувствуют? И Ну, похоже вот на... этот вопрос очень интересный, очень важный вопрос и интересный. Мгм. Ну, как вот вычесть, вот среди, возьми нашего, скажем, нашей республики, среди нашего народа. А почему мы не вычистили? Но мы не знали. Мы не смогли их вычистить, потому что они одно время все были как наши, а потом они Патриоты стали больше не были. наши. Да. Значит, слабо работает вот разведка, внутренняя, внешняя, но эта проблема, она должна быть решена в любом случае. Во всех странах они действуют, но особенно, когда идет вот война и это предательство, конечно, это очень важный вопрос. И этот важный вопрос и на политическую составляющую этой страны, и на Конечно. защиту страны огромное значение имеет. В то же время армия украинская бьется, и притом успешно. Они бьют столько, как могут, не пропускает их, россиян, ближе, насколько они хотели бы. Они давно хотели там неделю, две, там уже 3 года прошло, ничего они не могут сделать. Ситуация такая. И если бы, скажем, другие страны мира не надеялись на то, что Украина вот-вот сейчас их прогнет, в смысле Россию, да, Мгм. то и дали бы им побольше оружия, то Мгм. они бы изгнали этих агрессоров со своей страны. Вот так я думаю. Не вовремя давали все, здесь ничего не скажешь, это очень хорошо. И здесь прав был, скажем, Зеленский, да, говорит, да, мы благодарны вам, но вы вот сейчас ситуация такая, что нам нужна а, безопасность гарантировать. А гарантировать безопасность это что? Это значит взять под свое крыло Украину в случае нападения на нее. Вот о чем идет речь. Они не хотят брать это. Сейчас вот они будут решать, как это все решать. В целом, думаю, будет положительный ответ. Украина будет защищена, и международное право, которое есть, и государство, которое мечтает и желает сохранить себя и освободить свои территории, им тоже будет в перспективе лучше. Не думаю, что Трампу это удастся сделать, и Венсу тем более. Мне показалось, что Венс, он гораздо хуже, чем Трамп. Мне показалось. Он вообще там поднимает такие вопросы, хотя видно, как говорят, он не такой опытный, ну такие вещи он говорит и наезжает на президента другой страны, обвиняет его. Ну, понятно, что они хотели, значит, провести свои вот условия, навязать президенту Зеленскому. И это в пользу, что самое интересное, в пользу кому? В пользу Путину, в пользу империи, которая с 91 года буквально убивает всех на своем пути, и внутри страны, и за рубежья, ну, и за пределами, ведет войны и не останавливается. Что это? Что это такое? Кому это нужно? Для чего? Для Трампа, я не думаю, для Трампа. Трамп, он имеет там экономические такие претензии. На этом он хочет заработать, как говорят, наверное. Но все Ну, же ему не удастся это сделать. Я вот в этом как-то вот в это верю. мне кажется, на самом деле, там может быть и другие глубинные причины. Ведь США столько помогает Украине, и потом, например, они говорят, давайте заключим сделку о редкоземельных вот этих ископаемых. Для того, Да, чтобы, если заключить сделку, вот давайте, вот я хочу просто свою логику, ну, как да. гипотезу одну вам предложить. Состоятельно или нет, оцените ее. Вот смотрите, например, Трамп говорит, давайте, там агентура работает в Украине,
украинская армия, украинский народ, вопреки вот этой агентуре, которая не так уж и много на самом деле, ведет кровопролитнейшую, тяжелейшую войну. Вопреки всем просто принципам Ньютона и всем остальным законам физики. И сражается и справляется. С горем, тяжело, но справляется. И вот возникает ситуация, когда ничего не происходит, люди гибнут. Русским своих не жалко. Они деньги платят, вот все тюрьмы они уже освободили, все вокзалы, все бичей, бомжей они туда уже заслали. И, соответственно, и украинцы гибнут. Уже корейцев привлекают и так далее. И вот возникает ситуация. Украинцы не бесконечные, они могут закончиться. КГБ УССР, которые находятся во власти, министры, там разные чиновники разных уровней там, и все так далее, они за все это время не страдают, гибнут простые украинцы. И Трамп говорит, давайте я веду войска для того, чтобы добывать вот эти полезные ископаемые, но нужно сперва остановить войну. Нужно перемирие. Вот главная цель – это перемирие. Для того, чтобы могли европейские войска войти американские войска и занять позицию между воюющими сторонами. И мне кажется, возможно ли такое, что Зеленский, который на самом деле оказался в этой системе, которую он не создавал, Зеленский абсолютно чужой человек в политике, вообще посторонний человек в политике, но он действует в рамках уже сложившейся украинской вот этой политической системы. И может ли так получиться, что Зеленскому просто не дают, запрещают строго-настрого вести переговоры о вот этих редкоземельных ресурсах, потому что и требовать невыполнимые условия какие-нибудь вступления в НАТО, какие-то особые военный союз с США. И он вынужден, понимая, что каждый день же гибнут, вот перед нашим стримом я рассказал, что 1050 российских боевиков уничтожено, убито и ранено Украине. Половина, как минимум, или даже если в 10 раз меньше, 150 или 100 человек украинской стороны убито и ранено. Это каждый день происходит. Возможно ли такое, что Зеленскому и вот этому КГБшному истеблишменту, который имеет, как мы видим, очень большое влияние в Украине, как у нас это было в Ичкерии, тоже очень большое влияние, они уже потом, особенно после гибели Джохара Дудаева, имели. Не может ли быть так, что остановка войны невыгодна им? Потому что войдут войска, и тогда уже с передовой украинские военные, которые проверены войной, проверены опытом, пойдут в Киев зачищать эту всю банду. А кадры-то есть, Украина, это у нас было тяжело, у нас не было ни тыла, ни фронта, все у нас вот так перемешано было. И агентура, ты мог сказать, что я на задании. И мы не могли спросить ни тебя, например, как председателя парламента, ни президента Дудаева, а где, вот ты посылал его, потому что ты в одном месте, Дудаев в другом месте, никакой, плохая координация, вот и все было. А здесь ведь вроде бы много места не оккупировано, свободно, и украинцы могли бы военные занять вот эти посты, которые, провести люстрацию, я об этом много говорил, люстрацию вот, и так далее. Как вы смотрите, если вы понимаете, о чем я хотел сказать, Аят? Я понял тебя. В любом случае, я считаю, что правильно, требования безопасности и вхождение «давай работать» – это правильно. Потому что если он войдет, начнет работать, допустим, он говорил, что он дает ему природные ресурсы, и вместе его будут разрабатывать, как это положено, рамочный договор подписываем, и это на условии, обеспечения безопасности. Так, а если этого нет, никто, ни один маломальски соображающий человек, даже с опасностью для себя, не станет позволять на своем огороде работать чужому человеку. Он должен гарантировать в случае чего, если со стороны нападут, что он будет помогать и гарантировать защиту, потому что они вместе это разрабатывают на его огороде.
Здесь это просто. И никаких других здесь ходов не может. А что для, скажем, этого Трампа их это напрягает? Ведь они же хотят получить там вот это редкоземельные, вот это редкие земельные металлы, так назовем их, так? Мгм. А если они хотят получить, то почему это не сделать? Что они хотят их обмануть? Они же обманули их, и когда развалился Совет Союз, а их обманули, это Будапештский меморандум, они обманули и нас, скажем, Чеченскую республику, которую мы создавали совместно по международному праву, так? Они обманули и Грузию, оторвав от нее территорию, они обманули и Молдову. То есть, а где соблюдение этого международного права, которое вы говорите и которое вы декларируете, что вы есть? Поэтому здесь вот приходится вот так вот. Если хочешь, давай, не хочешь, тогда что может быть? Он даже и сейчас заявил, мы готовы взять, но нам нужны гарантии безопасности, что в случае нападения на нас, что мы будем защищены вами. Мы сами-то вместе будем биться, мы не будем лежать. У нас есть армия почти миллионная, у нас есть возможность противостоять, но вы в этот момент, если на нас нападут, если вы потом убежите, ничего нам не оказав никакой помощи, тогда это не пойдет. Вот что говорит Зеленский. Я считаю, это правильно. А насчет там этих агентур и это все, это правильно. Над этим надо работать. Это так не выживешь. Этот человек сегодня, он был наш, а потом его завербовали, потом он так заскучивает, и потом он не знает его под разными предлогами, под разными там идеями, мутят голову людям, они не знают, что делать, покупают их. Поэтому в этом вопросе, конечно, как ввести военное положение, которое, по-моему, нет в Украине, и все в случае любого там такого-то, все это в военное время расстрел. Вот эти вот какие-то вещи надо делать. Те, кто там убежали, сбежали, они тоже должны понимать, Украину надо спасать, и это Украину надо спасать не только украинцам, а всем этим народам, которые были на постсоветском пространстве. Всем. В том числе и Казахстану, и другим республикам среднеазиатским, и этим республикам закавказскими, которые есть ну, по всей бывшему Советскому Союзу, которые были территории. Им всем надо спасать, потому что снова к ним на голову хочет сесть полностью, хочет сесть вот этот имперский, ну скажем, анклав, вот, хочет сесть и снова душить эти народы. Поэтому я вижу, что здесь должны быть какие-то, да, здесь есть, видимо, какие-то вопросы, которые надо решать в Украине, в смысле решением проблемы. Мы это тоже со своей стороны как-то чувствуем, когда мы видим, что люди наши, назовем их, которые работали и работают на Кремль, они вольготно находятся на территории Украины, с ними общаются, а нам, которые являемся представителями легитимной власти, нет прохода туда, опасно, говорят. Это уже видно, очевидно все. Наверное, они все же вот эти все дела, у них какая-то своя там политика противодействия этой империи. Но главное, они хотят использовать любые моменты и двигаться. Но ошибки такие совершать, это накладывает какой-то нехороший оттенок на взаимоотношения. Так я думаю. Мгм. Слава. Спасибо, спасибо, Аят. Так, давайте я сейчас комментарии здесь видел кое-какие. И потихонечку много тут активных, много хотят поучаствовать в дискуссии. Всех это все задело. Вот смотрите, здесь Эркин, Казахстан, пишет. Не понимаю, почему Украина не ведет переговоры с Китаем. Вот они могут остановить войну еще и землю вернет. Китаю нужен коридор, логистика Европы. Это гарантия безопасности будет. А если, например, Америка переживает, что Путин перебежит к Китаю, это, об этом мы не раз говорили. А если Украина перебежит к Китаю, вот про то, что Эркин говорит, возможно такое или нет?
Ну, я не знаю, Китай, как может, Китай на стороне до сих пор фактически тайно или не тайно, он Не остановись. поддерживает Россию, они там дружат, они, значит, обеспечивают Китай дешевыми нефтью, газом и другими продуктами. Китай, они живут за счет этого. И Россия нужна Китаю больше, чем Украина. Это значит, ему Китай вмешивается вот это военное противостояние, чего опасается Китай. У него Мгм. там своя проблема на Дальнем Востоке, и эти все территории, которые он мечтает вернуть. Это на Дальнем Востоке и Монголия, и остальные там, Тайвань. У них там много проблем, и они этот вопрос рассматривают. Она, во-первых, далеко, а во-вторых, его друг Си Цзиньпинь – это Путин, мы же видим. Вот поэтому они не ведут. Ведь они же, наоборот, в поддержку Путина выступают, Китай. До сих пор они голосовали, везде в ООН, где какое-то голосование, Китай голосует вместе с Россией. Или, значит, воздерживается. Вот они как делают. Или воздержатся, или вот когда, я помню, по Чеченской республике, Ичкерии были в ООН, где-то я много раз бывал, Китай всегда воздерживался по вопросу, значит, в пользу, скажем, нас никогда не выступал. Я даже знал их представителей китайского, они так тихо, ничего, молчали, и все время смотрят списки, они воздержались, в основном вот так было. Мгм. Это потому, что Китай не хочет, он ждет, пока там Россия, если развалится, себе кусок оттяпать, а может быть и не оттяпать, а просто Россия ему сейчас отдает и территории, и леса, и делянки, и нефть, и все. Ему же проще это делать. Зачем ему обустраивать все эти холодные Мгм. края Китаю? Я так думаю, что в этом причина. Особого другого нет. Это по этим территориям нашим, Казахстан, Таджикистан, но остальные, им это важно. А для Китая это важно только вот с точки зрения, скажем, если Россия будет разваливаться, они, конечно, там захотят свое участие принять. Вот. Ну а пока она не разваливается, почему ему не использовать в пользу себя сейчас все, что у него есть, и брать у него дешевые продукты, все, которые я назвал, и свои товары отсылать. И сегодня же фактически товары идут именно китайские на территории России. Рынок заполнен в основном, как говорится. Так что здесь вот такая ситуация, и Америка рассматривает именно Китай своим главным противником, а Мгм. Россия, она хочет на свою сторону перетянуть. И здесь он там даже есть такие высказывания, что Трамп хочет Россию перетянуть таким образом на свою сторону, чтобы он не был такой крепкий вместе с Китаем, чтобы Россия не оказалась вместе с Китаем. И даже там какой-то вот был, где-то я видел момент, что Китай уже даже опасается, что Россия переметнется на сторону Америки, и тогда, значит, в этом смысле Китай ослабнет, а так он крепок сегодня. Вот эти моменты там вот присутствуют. Аслан? Мгм. Баркалая. Вот Ливан задает вопрос. Ливан, приветствую вас. То, что Трамп подписал до этой встречи два важных документа: продлить санкции против России на год и реализация ракетной помощи для Украины. Говорит ли это, уважаемый Аят, то, что у Трампа есть ресурс изменить позицию, как вы говорите? Да, я думаю, что он изменит, но смотрит, когда у него такой ход, мы же говорили об этом, он пытается, насколько возможно, прогнуть, насколько вот прогнется человек или там договаривающийся. Мгм. И кто-то там рассказывал, что он какие-то свои дела прокручивал, кто-то там покупал, продавал дом на юге Америки за 15 миллионов, а потом он выставил и потребовал за 10. Ему он не дает. И потом все начали к нему, другие, которые шли к нему туда, да, Мгм. к этому продавцу, они все приходили и снова,
за 10 даже не берут у него. Тогда они начали меньше просить, и он дело довел до того, а оказывается, это все были его агенты, он сам их посылал, а потом он за 3 миллиона все это купил. Знаешь, вот такой ход делает. Я не говорю, что в этом случае, но такая вот практика есть среди торговых там, бизнесменов, которые пытаются как можно меньше уменьшить цену на то, что ты покупаешь. Так что здесь ничего такого нету. Я Мгм. так думаю. Тогда вопрос вот еще один, Аят. Зачем тогда Турция так стремится в Украину и готова вести свои подразделения? Зачем Турция туда лезет? Которая вроде бы все время в тени была. Турция не хочет быть в стороне от тех событий, которые происходят в мире, особенно на Ближнем Востоке. И Украина, действие, то, что происходит в Украине, она является членом НАТО, Мгм. Турция, так? У нее миллионная армия, как говорят, и с этой миллионной армией она может успешно там доминировать, помогать Украине, и они могут вместе там как бы, значит, находиться и мирно жить, вот, сосуществовать. Я так думаю. Мгм. Такое дело для Украины это неплохо, и для Турции неплохо. Турция-то видит, что на самом деле России все же не удастся вот эти вот свои вот эти походы, свои вот эти захватнические эти э, амбиции осуществить. Потому что если она пойдет и дальше, то Россия и на Турцию полезет. Это нет сомнения. Они ж такие. Они вот Сирию отбили сейчас, Сирию отбил, помогла Турция отбить, так? А это Россия-то сейчас пытается добить Украину, а потом и за Сирию возьмется. Вот они понимают, что надо биться за тот берег, если хочешь, чтобы он был у тебя. Они на этом береге сидеть, пока там все случится. Это политика международная такая, масштабная. Они понимают это все, я думаю. Мгм. Вот в этом причина. Ясно. Аят, может ли это быть связано с тем, что США боится ядерного оружия и уходит просто в сторону, и все Да, перекладывает они на Европу? боятся, они все боятся, не только они, все боятся. Никто не хочет, чтобы началась ядерная война, атомная война. Все хотят, потому что если эта война начнется, то мир, вот как мне разные известные политики и наши известные такие ученые говорили, может, если все взорвется, что есть, сейчас в мире, то земной шар может покрыться таким смрадом черным, так, толщиной 200 метров. Весь земной шар может покрыться. Вот в чем дело. И мир, может быть, на каких-то там полюсах что-то может сохраниться, а весь мир исчезнет. Этого боятся все. Поэтому они там за сокращение этих атомных вооружений, распространение, это все это было так. А сейчас вот эта империя, она, несмотря ни на все, бравируя этим своим атомным оружием, всем, как говорится, кочуш, лезет ко всем, ничего не стесняясь. И это Путин делает, и его команда. Вместо того, чтобы сделать эту страну, скажем, богатой, сильной, значит, развитой научно-техническом отношении. Ведь у них есть все ресурсы. Они вместо этого все территории бегают, захватить хотят и все это делают. Почему они этого не делают? Почему не развивается, как, допустим, Китай или другой? У него же больше ресурсов, чем во всех странах мира. Они не делают этого. Почему? Потому что у них политика другая. Политика захватничества, политика оправдания тех преступных действий, которые дают им возможность все время сидеть во главе этой империи. Посмотрите, сколько лет во главе сидят одни и те же люди, один и тот человек практически. Так? Вот это все и есть. Поэтому вот так вот все происходит. Мгм. Вот сегодняшняя вот эта перепалка, то, что произошло, сегодняшние вот эти все Да. события,
Да. Как могут повлиять и как это выгодно России или нет? Как это повлияет на Россию? Ну, Россия, Это может быть, выгодно? Россия, наверное, радуется, что вот так вот, что Ну, наш радуется, радуется, наш да. пострел, мол, везде там хорошо действует, он, значит, снова будет. Ну, а он такой, что он завтра изменит ситуацию под давлением, увидит, что это, и он не пойдет на это. При том же там многие американцы сами тоже понимают, что для, ну, если остальное, скажем, если этот Европа и другие страны будут вот против него, выгодно ли это Америке или нет? Посмотрим, выгодно ли. А на самом-то деле невыгодно. Они думают, что они что-то там забрали, а если они, да, будут какие-то санкции делать против европейских стран, то эти же взамен им такие же сделают, и это будет обнулено. У тех будет столько, эти столько сделать. Ну и что, какая польза от этого? Вот здесь вопросы такие, которые надо, ну, детально рассматривать по всем позициям. Мгм. Конечно, Америка сама сильное государство, самое экономически и военном отношении, но все равно для того, чтобы эта страна развивалась и была таковой, чтобы в ней можно было жить и иметь гарантии, значит, свободы личности, все такое, на это дело как бы здесь сбили с толку сейчас. Они там, значит, всех беженцев пытаются всех выгнать, но это, видимо, их политика. Если они незаконно вторглись, то, может быть, это другой вопрос. А если они, значит, находятся там, и, значит, против них проводить вот такую вот массовое изгнание этих людей, там, беженцев, да, Мгм. ну, видимо, здесь ничего не скажешь, они имеют право на это, так? С другой Мгм. стороны, они вот говорят, за 5 или 50 миллионов долларов они любому, значит, продают возможность приехать в Америку, и чтобы они там развивали, какие-то фирмы открывали, кто бы там ни был, даже если русские. И за счет этого они вот приглашают, если они хотят в Америку, что они там очень большие деньги заработают, в смысле, чуть ли не триллионы, вот так говорят. У них Мгм. какие-то расчеты там, видимо, это с этим Илоном Маском и другими там вокруг, они здесь это расчеты делают. А мы откуда знаем, что они там делают и чем они занимаются? Я так полагаю. На самом Ясно, ясно. Некоторые говорят, что вполне возможно, начиная с того, что как только Зеленский выходит из машины, Трамп его встречает и говорит, ну, на его одежду, ну, вообще несерьезно. Некоторые отмечают внимание, что президент Северной, ну, этот глава Северной Кореи, например, тоже не носит, там, китайцы, там, ну, другие, тот же Черчилль, например, во время войны приезжал в каком-то комбинезоне, ну, и так далее. И потом уже сама эта перепалка, что это похоже на срежиссированный спектакль для того, чтобы по какой-то причине там дать, наверное, возможность там той же Америке отойти в сторону или еще что-то. Или же, не знаю, может, чтобы мы все это обсуждали во всем мире, может, перехватить повестку просто деле, информационную, что угодно. Вот как вы считаете, могло ли быть это спектаклем? ну, спектаклем, конечно, это может быть в какой-то степени. Но тогда, когда приезжают у них эти арабские шейхи, почему они их не Они заставляют тоже так носят, это, да. а? Или Они там тоже какие-то носят эти там, чау-чау. или индийцы приезжают в платьях, там еще. Почему они? А что они к этому Зеленскому прицепились? Потому что он в военном положении, он говорит, демонстрирует, что он находится в военной ситуации. Да, Ну, не до война идет. парада. Да. Да. А Ага. его там сопровождающие, говорят, были в костюме. Да, да, были в костюме. Многие были. Министр иностранных дел в костюме был. Правда, Ермак, по-моему, также был одет. Ну, не знаю. Не знаю. Ермак тоже странная фигура в этом деле. Аят, что вы думаете насчет нас, чеченцев? Что Насчет, нам здесь так насчет, все глобально развернулось? насчет наших чеченцев я уже сказал с самого начала. Мы думаем, когда говорим, в первую очередь о своей стране, о своем народе,
и хотим этот вопрос решать мирно с теми странами и народами, которые соблюдают международное право. Они отходят от этого и которые не считаются с этим. Мы хотим сохранить свой народ на своей территории и жить в рамках современного международного права. Чеченский народ воссоздал свое государство. В 1991 году образовался по праву в рамках международного права. Раз это случилось, и потом эта Россия на нас 5 раз нападала, и в 5-й раз, когда у нас ресурс кончился, человеческий, материальный, мы вынуждены были уйти в подполье, но мы продолжаем нашу борьбу. И там, на территории нашей страны, народ недоволен. И на Западе. Мы опираемся на международное право и считаем, что нам должны и обязаны помочь, скажем, те страны мира, которые сегодня продекларировали современное международное право и которые говорят, что вот по таким договорам и принципам будем жить. Поэтому для нас это очень важно. Для нас важно, чтобы Украина здесь победила, отстояла свое право и показала всему остальному миру, что этот агрессор, Россия, что он как в форме империи, если он будет существовать, он опасен для всех. Вот, и для нас это тоже очень важно. Для нас важно, чтобы наши люди увидели сейчас, что происходит в мире, а не те фантазии, которые нам хотят преподнести некоторые наши деятели под любым там лозунгом. Самозванцы, которые себя там изображают властью, на самом деле не имея никакие полномочия. Или религиозные какие-то деятели, которые лелеют мечту там воссоздать религиозное государство и все такое. Это, конечно, мечты, которые невозможно значит, реализовать, потому что они даже не понимают, чего хотят они. Потому что по данной ситуации невозможно ничего в данном мире, невозможно ничего сделать, кроме как воссоздать наше государство, воссоздать его, вернее, освободить нашу территорию и восстановить там легитимную власть, которая была у нас, значит, образована в 90-м и 91-х годах по нашей Конституции, по нашей всеобщей декларации Общенационального съезда чеченского народа, где сказано четко и ясно, что мы создаем свое государство в рамках современного международного права и жить будем мирно с соседскими странами и другими странами мира. В рамках этого права и была принята наша Конституция. И все остальные разговоры о том, что у нас что-то там не то или это неправда со стороны России и его агентов влияния, из числа даже наших людей, которые стали их агентами влияния, они не пройдут. Наш народ это не пропустит, и наш народ это хорошо понимает. Больше это не пройдет, и мы надеемся, что Украина в этой схватке, значит, одержит победу вместе с нами и всеми другими народами бывшего вышедшего Совета Союза и, конечно, Западом и Америкой. Только так мы могли бы этот вопрос решить, и мы должны это понимать. Наши люди это должны все понимать. Поэтому мы всегда и говорили, что правительство стоит на принципах соблюдения строгого в рамках международного права нашей Конституции и нашей декларации. Вот поэтому все остальные, кем бы они ни были, там разного рода бывшие деятели или там какие-то из себя изображающие в политическом смысле деятели, не имеют права ничего подобного говорить, отходя от нашей линии. Многие из них много чего наговорили, натворили, и потом, значит, тихо прячутся, переформатируются, они из религиозных становятся демократами или из религионников становятся сторонниками Путина. И все для того, чтобы решить проблему Путина, империи, а не ту нашу, которую наш народ продекларировал и принял решение в рамках международного права. Простите, я
иногда. А, ясно. Спасибо, Аят. Так, если Трамп, Андро Катерелли задает вопрос, Кетерелли, если я правильно прочитал. Если Трамп позволит России взять Украину, это будет для него огромным политическим поражением. И позволит ли Трамп себе такое поражение, Аят, как вы считаете? Я думаю, что нет. Он понимает, что это невозможно допустить, но он хочет это сделать руками украинцев и остальных всех, скажем, государств Запада, а самому на этом, как бы, значит, как говорят, пользу получить или уменьшить расходы. Вот что он пытается сделать, мне кажется. Вот так я так думаю. Ясно. Может ли это быть связано с тем, что Зеленский и Ермак хотят оставаться у власти? Вот вопрос. Они хотят оставаться у власти, это будут выборы, и выборы покажут. Это раз. А во-вторых, в военное время невозможно, значит, проводить некие выборы, потому что военное время это выборы под дулом автоматов и бомб, под давлением, которое над тобой стоит, скажем, значит, враг. Как это у нас было. Захватили нашу территорию, начали под бомбами и снарядами. Они делали расчет, сказали, что они провели выборы. На самом деле там голосовали почти 500 000 российская армия и некоторое количество чеченцев. Чеченцы, граждане нашей республики, не голосовали. И поэтому и никто в мире эти выборы не признал. Так и здесь идет война. О каких выборах может идти речь? Тем более, что Рада недавно приняла постановление о продлении полномочий, значит, президента на срок до окончания военных действий. Я так понял. Угу. Вот так. Ясно. Так. Говори. Так. Скажите, сколько в Чечении были за Джохара, если не было проблем? Просто тогда Америка дала Русне 6 миллиардов, чтобы решить чеченский вопрос. А тут дают Украине бабло, вооружение, победу нет. И победы нет. Ну, Шамиль, не для того, чтобы победить, справедливости ради, а для того, чтобы как бы кредит поддержать Украину, поддержать Россию. Ну, не конкретно на войну, но эти деньги, конечно, были пущены на войну. А сколько было поддержки за Джохара? И можете сказать? Ну, я сейчас дату не помню, но 80% на выборах были за президента Джохара. По-моему, даже больше, так? Весь А во народ. время вот этих всех остальных событий этот процент, он увеличился. Президента Джохара народ просто любили. Но не любили его агенты Кремля и бывшие коммунистические руководители, которые были при Советском Союзе. Обком, Зарком, эти деятели не любили. А их было там меньше 1%, даже меньше, небольшое количество. А остальные все были вот на стороне и помогали, и очень любили своего президента. Угу. То, что произошло в овальном кабинете, пишет Фаиза Туркестане, дало возможность оправдаться перед избирателями за обещание остановить войну. Вот посмотрите, Зеленский не захотел, а мы все делали, а подписал бы тоже хорошо. Как вы согласны с этим утверждением? Нет, я не согласен. Зеленский почему не захотел? Зеленский наоборот захотел. Он сказал, вот я же говорил, давайте, если вы хотите разрабатывать по всем правилам, как есть, разрабатывайте так, но нам нужна для этого гарантия безопасности, потому что ваша страна должна обеспечить, участвовать в обеспечении гарантии безопасности, как и европейские страны, в рамках международного права,
что, кстати, предполагается, так? Потому что агрессия, принципа невмешательства на территорию любой страны с внешней стороны никто не отменял с 1975 года. Это есть принцип, который подписали Соединенные Штаты Америки и остальные страны мира. Поэтому вот так, во вторгшую страну было сказано, что это в этом принципе, что не имеет права. Вот это только требовал Зеленский. Обеспечьте нам гарантию безопасности, и будем разрабатывать вот эти места, и это будет нормально. Они говорят, нет, мы не будем обеспечить, мы вам гарантию не дадим. Так зачем такой разработчик нужен на твоей территории, который будет разрабатывать все это, а потом все вытащит, а потом сбежит, к примеру. Я говорю, сбежать может он не сбежит, но, по крайней мере, прежние дела, которые они отдали, атомное оружие, они развалили Советский Союз, потом они многие республики, которые есть, они на них нападали, захватывали территории, и во всей республике, посмотрите, эти республики, которые вошли в Российскую Федерацию, России обманом, у них были свои президенты, которые подписывали этот, так сказать, федеративный договор, незаконный, бывшие коммунистические деятели подписали. К чему пришли? Пришли к тому, что потом они отменили языки. Представляете, они отменили языки этих республик, которых они, значит, всюду давят их, всюду, значит, они должны только русский язык знать, они преследуют их, они считают их людей второго сорта. Мы же видим это. При такой ситуации невозможно ничего делать, и мы должны понимать, что это такое. Поэтому в этом смысле здесь свои обязательства остальной мир должен выполнять. И в первую очередь, конечно, Америка и западные страны, потому что они были, как говорится, застрельщиками этого международного, современного международного права и Организации Объединенных Наций. Вот в этом вся и причина. Ну, может, как пацан сказал, пацан дал слово, пацан захотел, пацан забрал слово. Он же хозяин. Также и международное право, может, мы придумали, мы забираем. Он думал, что его как пацана туда назначили, а если он захочет, допустим, он говорит, что сейчас они пришли не на 4 года, а на многие годы. А чтобы это сделать, что нужно? Чтобы они это сделали через 4 года, если они захотят это сделать, то нужно изменения внести в Конституцию Америки. Хотя у них Конституции нет, но они должен пройти референдум. А этот референдум, если пройдет, думаете, проголосуют за того, чтобы Трампа оставить? Нет, совершенно нет. Потому что такие движения сейчас, это очень сложный процесс, который маловероятно, что будет, то, что они думают. Если они там попытаются вести себя иначе, у них в Конституции записано, что они могут взять все свои оружия и выйти воевать и бороться против этой империи, против такой власти. У них же есть разрешено ношение оружия. Но я не думаю, что это возможно сделать, и они это не сделают. Просто они сейчас эти 4 года, еще через 2 года, там будут выборы в Сенат или в Конгресс, и там уже новые выборы будут. А там может вообще ситуация измениться. Очень даже возможно, что изменится ситуация. Такая ситуация. Ясно. Россия хочет Восточную Украину. Вот в такой ситуации возможен долгосрочный мир, уважаемый Аят, спрашивает Ливан. Конечно, невозможно. Это есть как раз-таки потенциальное, решение, потенциальная война. В любом случае будет война, и никогда, вопрос там Зеленский даже заявил, что мы никогда не подпишем никакой документ, в котором будет сказано, что эти территории отходят от нашей страны, которая есть наша Конституция. Отвоевать же они не могут, Аят? Они отвоевать не могут, они за это же продолжают бороться, и за это они бьются сейчас. И в овальном кабинете они за это бились сейчас. Только это же. Они говорят, что вот это так. А те хотят все прекращать, давайте, мол, мы это. Но видно, там
вот эти, мне кажется, что эти перетягивания канатов, так, Мгм. идет так вот пробное, что получится, они смотрят. Получится у них это или нет? Я думаю, что не получится. Посмотрим. Посмотрим, да. Так, дальше. Дальше. После прекращения огня можно в это время проводить выборы? Даже если какие-то территории окажутся под оккупацией, но не будет огня. Конечно, нельзя. У нас, допустим, есть специальный закон, в котором даже записано, что власть, которая оказалась при власти, которая агрессия со стороны внешней была, если совершила, если занята часть территории или общая территория, эта власть остается на своих полномочиях до изгнания полностью с территории, Ну, значит, агрессора. ну Зеленского же избирали, когда А? был Крым оккупирован, Луганск, Донецк оккупирован. Зеленского же избрали, Порошенко был избран также, несмотря на Ну, то, что территория видимо, под тогда оккупацией. они избирали, тогда у них это было, но тогда это было такое, они захватили, и это вопрос сейчас же, и их Рада же проголосовала, что, вот я же говорил, что Он Рада действующий, она проголосовала, что подтвердила. президент должен до конца быть на своем посту. Да, это есть, документ есть. Да. Так, далее. М, а, Так, салам, Эд, салам, приветствую. Салам, уважаемый Аят, говорит Эд, салам, брат Астан, салам, брат Эд. Всех, друзья, приветствую, всем шалом, витаю, алейк салам, приветствую всех, друзья. Всех, с кем не поздоровался, всем спасибо за подарки, божественная, ты божественная. Так, война будет до тех пор, пока на политической карте не останется Украина либо Россия. Все остальное – это продолжение войны в каком-то ином формате. После нарушения международного права России. Вы согласны с этим, Аят? Либо Ну, Россия, либо Украина. я думаю, что Украина освободится, так? И после этого уже вопрос России будут решать сами россияне. Мгм. Они должны уже думать о том, что вот такое было обещание от власти, который столько лет вот так вот их мучил, мудрил, и пусть это россияне сами решают. Россияне, я имею в виду те, которые являются гражданами Российской Федерации. А Мгм. что там будет, как это будет, и какая власть после поражения России, там внутренние какие будут события, это уже не вопрос, скажем, международного права. Мы не будем нападать на эту Россию с внешней стороны. Раз они так делают, мы это делать не можем, потому что мы стоим на принцип международного права. Вот что я имею в виду. А там, что будет, исчезнет она или нет, я не могу сказать. Если там они будут бороться за свою, так сказать, свободу и другие принципы, то это, конечно, будет их вопрос. И в этом отношении на международной арене и мы с вами можем оказывать, значит, политическую, там, правовую или другую какую-то помощь. Но Мгм. нападать на эту страну пока мы не имеем права. Мы не имеем права. Она изнутри может развалиться сама. Баркалая. Евгений спрашивает, Маршал, думаю, Сарга, Дели Саламаш. Ой, Евгений, как Аят считает, не были ли все эти слова Трампа и Венса обращены к американскому налогоплательщику, бизнесу и финансам, и уже в 10-ю очередь к Зеленскому и Украине? Ну, конечно, они обращены, вот это такое открытое, прям в прямом эфире, это обращены к тому, чтобы, значит, как-то сказать, вот мы боремся, мы за американский народ, нам Украина не нужна, и все Мгм. эти вопросы. Но в то же время, насколько сегодня американцы вот
переживает за Россию, они Россию любят или за Украину. Вопрос это открытый стоит. Но они за себя. Ну, может, они за себя, но они могут понимать, если, допустим, Европа будет покорена в будущем, тогда же им придется прийти. Или они потом, значит, Россия вообще всю Европу захватит, тогда что они будут делать? Это может перспектива такая, они боятся. Те американцы, которые там находятся, это люди европейцы, в принципе. По власти европейцы, это немцы, французы, другие. Мы знаем, ну там 350 лет прошло, но все равно это люди по происхождению из Европы, как бы то они ни говорили. Ну, из Африки, из других стран, но в основном управляют этой страной эти люди. И они, в них сидит дух, откуда они, что они. Мы же знаем это с вами. Так что посмотрим. Мгм. Американцы они это делают, а говорят, а там, что этот народ думает, мы не знаем. Мы говорим, там же многие сейчас могут меняться все вот эти вот отношения к власти. Власть, когда она избирается, за нее голосуют. А когда она будет избрана, и потом по тому, как она себя ведет в отношении, и в пользу или нет, там видно будет. Месяц, чуть больше месяца всего прошло, чуть больше. А вот такие ситуации, а когда пройдет 100 дней, посмотрим, что будет тоже. Или год пойдет. Ну, в общем, ясно, где-то в марте, сказали, будет. Март, вот сейчас же март, будут Мгм. выборы, получается, да? Да, наверное, я не знаю. Посмотрим. Это будет показатель тоже. Мгм. Может быть, и такой вариант. Они хотят посмотреть, может быть, они хотят выиграть схватку внутреннюю еще раз, вот, в марте. Это вопрос правильный, который задал, да? Мгм. Может быть, они какая-то пропагандистских целях это делали, тоже надеясь на то, что их население поддержит, когда они будут выборы, вот эти вот законодательные органы, чтобы там у них большинство было. Я так Мгм. думаю. Ну, типа отстаиваем интересы Америки, Америка Да, превыше да, да. всего, там и все такое. Этот вариант Ясно. тоже не исключен, да. Ливан Кочерава спрашивает: уважаемый Аят, вот если что, только Европа может взять инициативу и оказать эффективную помощь Украине. Да, Согласны? конечно, они собираются, они сейчас собираются завтра в Лондоне, а потом они еще даже собираются, я говорил, провести общую такую встречу Америка и европейские все страны. Еще Мгм. раз это вопрос поднять. Это итальянский премьер-министр, она это подняла вопрос тоже. Да, они, конечно, Европа, она даже по своему масштабу и по численности населения под 700 миллионов человек, а в Америке всего 350, население более, в этом смысле более мощное. А у них две страны атомными оружием, Франция и Великобритания, да? Великобритания, Германия есть американская. Не, ну, свое оружие. Эти-то могут убрать свое. Ну да, есть, конечно, да. Но свое оружие имеют они. Да, да. Французы своим оружием сами распределяют, Распоряжаются, да. сами управляют. А Да. остальные, как бы, значит, в НАТО. А эти сами. Ясно. Аят, немножко о нашей теме хотелось бы вам задать вопросы. Да, Дело в том, что мы давно уже видели, что они хотят на Кавказе с нашей стране начать третью, так называемую, как они называют, чеченскую, по факту третий геноцид или последнее окончательное решение чеченского вопроса. И об этом русские разные либералы, разные фашисты, которые под видом оппозиции Путину находятся здесь, в Европе, в том числе говорят и внутри России говорят. И сейчас это началось, как будто сценарий начал осуществляться. Сейчас начали появляться разные оппозиции с разных сторон, и вопрос появился с Аухом. Это Ауховский район, это наша земля, где после возвращения
после геноцида под видом депортации в 1957-1958 году людям не разрешили поселиться в свои дома, там живут наши так называемые братья-мусульмане, аварцы и другие дагестанские народы, большая часть это аварцы. И сейчас появляется видео, где вот эти аварцы, старенькие, не очень старенькие, рассказывают о том, как они заселились в эти места. Это из архивов 100% КГБ эти видео сейчас появляются, я раньше их не видел, где они говорят о том, что чеченцы покинули эти места, не объясняя, почему и как они их так покинули. И вот они заселялись со своих там других аварских мест там, и других мест Дагестана. И, ну, в принципе, сейчас в Украине воюют дагестанцы, им выделяют земли на этой территории Ауховского района. Это прямо их провоцирует на конфликт с местными чеченцами, которые не имеют возможности даже в свои дома своих отцов, дедов заселиться, приходится вынуждены в других местах жить. Мы это все знали. Об этот вопрос еще во время, когда вы были у власти, Джохар Дудаев, когда был, об этом тоже вопрос поднимался, но вы вот об этом тоже расскажите нам, пожалуйста. И сейчас начали уже говорить чуть ли ауха, это наша Палестина, это наш сектор Газа, и вот просто слово в слово нас начинают цитировать и повторять, что нужно чуть ли не нападать на дагестанцев, надо с ними сражаться и так далее. Почему вот этот вопрос сейчас поднимается, Аят, имеет ли он последствия, и что было, когда вот вы были во власти, и этот вопрос, когда вам, Дудаеву, поднимали, и не только Ауховские, и другие территории поднимали. Пожалуйста. Но эта территория сейчас, после возвращения чеченцев на свою родину, после 13 лет ссылки, все равно была передана, скажем, Дагестану. И там жили чеченцы, их называют ауховскими. И даже до сих пор, и даже в те времена эти проблемы стояли, как вот проблема пригородного района в Ингушетии, ингушской территории тоже захватили, передали им. Это чисто имперская позиция, которая одни территории захватывает у тебя и передает другим народам, и для того, чтобы постоянно была вражда между ними. Да, то есть стравливание. Это никакой там не такой международный характер имеет, это внутренний. Они так у нас, как мы знаем, за 300 лет очень много территорий оттяпали, передали другим. И теперь те, которые захватили эти территории или которые сидят на этих территориях, они всегда хотят, чтобы нас всех оттуда не только сейчас, а вообще, чтобы нас уничтожили и убрали, потому что знают, что когда-нибудь им придется эти территории отдать. Но мы не ставим такой задачи. Мы ставили задачи об объединении всех этих территорий, кавказских и закавказских, в Кавказском доме, и чтобы мы жили открыто, чтобы не было никаких границ. Вот мы так ставили вопросы всегда. И поэтому то, что сейчас вот там происходит, что они хотят сказать, что это вторая Палестина или что-то, это все надумано со стороны Кремля. Это везде они так делают. Они делают это по всему Советскому Союзу делали, теперь по всей Российской Федерации России это сделали. То есть это вот стравливание народов, которые там живут. А имеет ли это последствия? Потому что вот они вроде бы тратят на это силы. Вы выделен для этой роли активный провокатор Магомед Даудов, который об этом говорит: мы не забыли, мы не простили. То, что он людей на бутылке сажал, людей сам лично убивал, это он забыл. А то, что... Нет, это он может говорить и там геройствовать, да, хотя он говорит правильные вещи, так? Но в данном случае это не решение вопроса, я так думаю. Это на пользу империи, которая стравливает народ. Это же Россия сама могла бы этот вопрос решить. Не убивать друг друга чеченцев, дагестанцев. Одним росчерком пера это решение. Конечно.
Они не решают, это специально не решают. Ни в Ингушетии не решает, и ни здесь в Омске не решает. Ну и Совершенно верно. другие там территории по всей, так сказать, территории Российской Федерации, так скажем. Мгм. Россия, если бы захотела, Магомед Даудов даже не заикнулся больше про этот вопрос. Он бы больше просто не говорил бы на эту тему. Захотела, захотела. Он потому что она захотела, заикнулся. Да, совершенно верно. А что вы пожелали бы аварскому, дагестанскому в целом и чеченским народам, Аят, в этой ситуации? Я что могу пожелать? Пожелать, чтобы понимали, что мы находимся в такой ситуации, что это не от любви к нам делают какие-то поблажки, не от любви к нам настравливают. Мы веками жили на этой территории и должны вот и в будущем примерно, значит, справедливо решать эти вопросы. Потому что наше вот это противоречие, которое нам подсовывает, так, это выгодно нашему, так сказать, имперскому хозяину, который нас рассматривает как рабов, рассматривает как людей второго сорта, и поэтому мы должны об этом знать и помнить. И не должны свое личное, значит, поднимать выше общего. Общее решение с обеих или со всех сторон как раз и есть то, что как раз ударит по этому имперскому, скажем, каганату. Вот так. Спасибо. Баркалая, Дейре Суйлон. Самое. И вообще я хотел бы еще Аят, спросить у вас по ситуации в Грузии. Грузия – это, как вы неоднократно говорили, это наш центральный союзник, это наша братская республика. И, как вы правильно сказали, немножко Америка и Запад оставили эту Грузию один на один со своими проблемами. Что вы можете по этому поводу сказать? Как быть, что ждет Грузию? Будут ли там перемены? И какие у вас Ну, по вообще крайней мере, Грузия, как мы с вами видим, народ борется, так? Там, борются? там есть власть, которая, ну, просто пришла, значит, управлять. Она нелегитимная власть, мы это знаем. И народ борется, и мы видим, что в Грузии, значит, действуют люди пророссийского толка во власти. Они принимают пророссийские какие-то законы, значит, не хотят повторить, потому что незаконно провели выборы, протесты. Я не знаю, сейчас они прекратились, нет, но до последнего момента это эти протесты на улицах этого Тбилиси шли. И там тех, которые я знаю, людей, они очень возмущены и говорят, так не может продолжаться, и говорят, что это все действие России. И так оно и есть, это под российское влияние российской власти это все находится. Вот Грузия. А там, что там будет, все равно в будущем все сейчас смотрят на то, что будет в Украине, будет ли нет, это все эти вопросы как бы завязаны на Украину. А здесь вот Трамп вот такие вот полно всемирные вопросы решает. Он хочет решить мировые вопросы, как он говорит. Он даже не говорит, что мы хотим решить вопросы американцев. Вот там он не говорил. Он говорит, мы хотим решить, чтобы в мире не было Третьей мировой войны. Ты хочешь, мол, мировую войну, мол, поднять. Поэтому вот это главное сейчас, все на это обращают внимание. Все эти вопросы как бы ушли сейчас в тень. Вот такая ситуация, Аслан. В Грузии это надо с ними пообщаться. Что сегодня там происходит, я, честно говоря, не в курсе. Но вот недавно это еще было. Мгм. Такая ситуация. Баркалая, Дейре Суйлон. Так. Я считаю, говорит Асланбек Тутаев, что Турция по газопроводу начала поставлять российский газ в Европу. Тем самым европейцы являются спонсором у русских. И как может тогда Европа быть гарантом Украины? Как он считает? Они давно
уже несколько лет, еще до этой войны, провели там нефтепровод до Турции, и оттуда они отправляли нефть и газ, насколько я знаю. Они там начали строить атомную электростанцию в Турции, русские так, атомную электростанцию, все это было, но сейчас-то ситуация поменялась. Если они отправляют, я сейчас не могу сказать, наверное, отправляют, но вряд ли в этой ситуации. Если он считает, то, наверное, он знает лучше. Там вообще Окей. ситуация сейчас другая. Все нефтепроводы, которые освободились, которые были под пятой у Кремля, которые шли со всех нефтегазоносных стран, скажем, Ирак, Кувейт, Катар, где все нефтепроводы шли через Сирию. И над этим главенством наложил лапу, сидел Путин. Теперь все это освободилось, и этот нефтепровод, он уже не нужен даже, который говорит этот товарищ, да, он уже не нужен ему, потому что все эти нефтепроводы уже могут идти через Турцию. Турция может на это влиять сейчас. Мгм. Что там такая ситуация, это надо посмотреть. Сейчас вот так. Ясно. Вот О спрашивает, чем отличается война в Вьетнаме от войны в Украине? В Вьетнаме война от Украины, Да. ну, как сказать, чем отличается? Те были агрессоры, и это были агрессоры. Но отличается она только тем, что американцы не хотели там завоевывать территории и присоединить к себе. А эти русские, они хотят завоевать эти территории и присоединить к себе, расширяя. А те там боролись, как бы, значит, со своими, там Сайгон был, и Южный был, там коммунистический и капиталистический, у них были какие-то договора, и они там воевали, тогда, в те времена, да. Ну, и на одной стороне там воевали Советский Союз, а на другой стороне были эти американцы. Про американцев, Да. да. И поэтому там речь не шла о захвате территории, скажем, Вьетнама и присоединению к Америке. Это не шло. А здесь, вот видите, они захватили территории, вписали их в свою конституцию, восточные территории, и хотят расширить свою империю. Вот в этом она в смысле отличается. Мгм. Ну, Ясно. Так, мы уже 1,5 часа в эфире, да. я предлагаю завершить наш сегодняшний стрим, если больше у вас нет Давай. чего сказать, или же есть какие-нибудь интересные Да. вопросы. Сказать-то много, но не будем повторяться, мы уже сказали. Очень много свою сегодня позицию. обсудили. Спасибо, Дерес Вылон. Было очень интересно, Спасибо очень познавательно. и вам Спасибо всем, спасибо. кто смотрел, поддерживал. Друзья, все будет Ичкерия, Вива Грузия, слава Украине. Всего самого хорошего. До свидания. Адикюэль Машуэль. До свидания. Всем спасибо за участие. Всем. До свидания.